Здравствуйте! В эфире информационный выпуск Амшихшара. На основании решения Координационного штаба по защите населения от коронавирусной инфекции президент Аслан Бжаня подписал распоряжение, согласно которому в республике ослаблены некоторые ограничительные меры. С 15 февраля разрешена деятельность дошкольных и общеобразовательных организаций начального образования, учеников с 1 по 4 классы включительно. А с 22 февраля разрешена деятельность общеобразовательных организаций начального общего, основного общего и среднего общего образования учеников с 5 по 11 классы. С 15 февраля также разрешено оказание услуг общественного питания на открытом воздухе с соблюдением социальной дистанции и использование обслуживающим персоналом средств индивидуальной защиты. С 22 февраля разрешено оказание услуг общественного питания внутри помещений при условии расстановки столов для обслуживания граждан с соблюдением социальной дистанции, заполняемости не более 50% посадочных мест и использования обслуживающим персоналом средств индивидуальной защиты. Министерству культуры с 15 февраля разрешено устанавливать режим работы и иные условия осуществления деятельности учреждениями в порядке, установленном Министерством здравоохранения с учетом соблюдения государственных санитарно-гигиенических норм и правил. Распоряжением президента до 10 марта 2021 года включительно запрещено проведение свадебных, торжественных, праздничных и иных массовых мероприятий в ресторанах, банкетных залах и иных предприятиях общественного питания, проведение массовых деловых, спортивных, развлекательных и иных мероприятий в закрытых помещениях. Также запрещено функционирование объектов спорта, деятельность спа-салонов, массажных салонов и саун, образовательных кружков, танцевальных, репетиционных залов в закрытых помещениях. Запрещена деятельность детских игровых центров, компьютерных залов, боулингов, иных развлекательных и досуговых заведений. С полным текстом распоряжения можно ознакомиться на сайте президента Абхазии. Расследование дела по тройному убийству на набережной Махаджиров в Сухуми находится на завершающей стадии. Об этом, в частности, было заявлено в ходе расширенного заседания коллегии Генеральной прокуратуры, в работе которого принял участие президент Аслан Бжаня. О том, как оценивают состояние законности и правопорядка в Абхазии и проделанную в 2020 году работу сами прокуроры, в репортаже Алики Трапш. В 2020 году выявлено более 175 нарушений законодательства, внесено 91 представление, по результатам рассмотрения которых к дисциплинарной ответственности привлечены 7 человек, к административной – 15. В следственный орган направлено 14 материалов прокурорских проверок для рассмотрения вопроса об возбуждении уголовных дел. Такие данные привел в своем докладе о проделанной работе за прошлый год первый заместитель генпрокурора Дамир Квициния. По его словам, значительное внимание уделено соблюдению бюджетного законодательства, как в рамках плановых проверок, так и по материалам контрольной палаты и контрольно-ревизионного управления Министерства финансов. Так, в отчетный период по результатам проверок, поступивших из контрольной палаты на предмет эффективности и целевого использования бюджетных и полученных внебюджетных средств Министерством сельского хозяйства Республики Абхазия за период второго полугодия 2017 года и первого полугодия 2019 года в Следственном управлении Генеральной прокуратуры для принятия процессуального решения направлено 4 материала. Также по материалу, поступившему из контрольной палаты республики на предмет эффективности и целевого использования бюджетных средств и полученных небюджетных средств Управлением капитального строительства Республики Абхазия, в том числе проверка выполнения функций государственного заказчика по объектам, включенным в инвестиционную программу содействия социально-экономического развития на 15, 17 и 19 годы, расходование бюджетных средств подрядными и другими организациями в рамках реализации инвестпрограммы содействия социально-экономическому развитию на 15, 17 и 17-19 годы, ввиду необоснованного отражения в отчетных документах отдельных видов работ при осуществлении капитального ремонта водопроводных сетей в селе Мгудзархо Гудовского района на сумму 2 миллиона 385 тысяч рублей, капитального ремонта водопроводных сетей в селе Куланрухо Гудовского района на сумму 204 644 рубля, капитального ремонта водопроводных сетей в селе Абгархуб Гудовского района на сумму 90 967 рублей. В Следственное управление Генпрокуратуры для принятия процессуального решения был направлен материал в отношении руководства УКС и МУП «Гудовудский водоканал», действия которых усматривается
признаки состава преступления предусмотрены статьей 295 Уголовного кодекса. В отношении генеральных директоров ООО «Акваспецстрой», «Абашстрой», «Профмастер», в действиях которых усматриваются признаки преступления, предусмотренные статьей 156 Уголовного кодекса. Работа Генпрокуратуры также была сосредоточена на вопросах соблюдения банковского, налогового законодательств, а также законодательства о здравоохранении, энергетике и иных нормативно-правовых актов, отметил Квициня. В 2020 году правоохранительными органами республики зарегистрировано 762 преступления, что на 29 единиц больше аналогичного периода 2019 года. Увеличение зарегистрированных преступлений наблюдается в Гулрыбском и Галском районах. Отрадно отметить уменьшение количества тяжких и особо тяжких преступлений – 288 случаев. Раскрываемость составляет 45%. Количество краж – 164, раскрыто 57. 29% преступлений связано с незаконным оборотом наркотических веществ, раскрыто 186 случаев. С незаконным оборотом огнестрельного оружия – 118 преступлений, раскрыто 92. Зарегистрировано 198 ДТП, в результате которых погибли 57 человек. Возбуждено 51 уголовное дело. 18 разбойных нападений, раскрыто 5. Людей в прошлом году похищали 2 раза, раскрыто 1 преступление. Таким образом, при сокращении количества тяжких и особо тяжких преступлений остается неудовлетворительной раскрываемость корыстно-насильственных преступлений. Основными причинами, препятствующими раскрытию преступлений данной категории, как и прежде, являются недостатки организации работы подразделений, занимающихся проведением оперативно-розыскных мероприятий, в том числе охраны места совершения преступления до прибытия следователя и криминалиста, в результате чего теряются следы и улики, оставленные преступниками. Эффективность раскрытия преступлений зависит также от оперативного и качественного проведения судебных экспертных исследований. В настоящее время это деятельность разрозненных экспертных органов. Уровень экспертиз, к сожалению, не повышается, как и не расширяется их разновидность, что приводит к неудачам расследования. Отрицательно на результаты деятельности оперативных служб и следственных подразделений влияет также и отсутствие у экспертно-криминалистического центра МВД современного оборудования, позволяющего вести специализированный учет огнестрельного оружия, пули, гильзотеки. По-прежнему остается сложная ситуация с незаконным оборотом наркотиков и немедицинским потреблением наркотических средств, подчеркнул Дамир Квициня. В отчетном периоде зарегистрировано 221 преступление данной категории, что на 14 единиц больше, чем в 2019 году. Также увеличилось число выявленных фактов культивирования наркосодержащих растений – 39 преступлений. К уголовной ответственности привлекаются преимущественно потребители наркотиков, нуждающиеся в лечении. Из общего числа зарегистрированных преступлений данной категории по незаконному обороту наркотических средств с целью сбыта возбуждено 12 преступлений. Выявлено несколько фактов крупных партий наркотических средств у лиц, занимающихся их сбытом, однако остаются безнаказанными организаторы данных преступлений. Первый заместитель генпрокурора Дамир Квициня также сообщил, что расследование дела по тройному убийству на набережной Махаджиров в Сухуми находится на завершающей стадии. Следственным управлением Генеральной прокуратуры продолжается расследование по ряду резонансных дел по факту умышленного убийства в центре города на набережной Махаджиров, Шамба, Авицба и Акиртава, совершенное вооруженной бандой в составе Чкаду, Ганба, братьев Ахалая, Блабба и неустановленных следствием лиц. Благодаря слаженной работе с оперативными службами были задержаны 2 из исполнителей данного преступления Чкаду и Ганба, находившиеся длительное время в розыске. Длительность расследования связана с особой сложностью, производством большого объема следственных и процессуальных действий, сложных судебных экспертиз, в том числе на территории Российской Федерации. Дело находится на завершающей стадии расследования. После получения заключения назначенных по делу экспертиз будет направлено в Верховный суд Республики Абхазия для рассмотрения по существу. На расширенном заседании коллегии Генеральной прокуратуры также с докладами выступили и районные прокуроры. Министр внутренних дел Дмитрий Дбар отметил важность взаимодействия правоохранительных органов страны. Наша с вами задача принимать объективные решения согласно закону. В дальнейшем необходимо укрепить взаимодействие между нашими ведомствами. От совместной слаженной работы зависит законность и правопорядок в обществе, безопасность наших граждан, благосостояние нашего государства. Также хочу обратить внимание как сотрудников прокуратуры, так и возглавляемые мной ведомства, что в текущем году нами всем необходимо сосредоточить усилия на повышении уровня доверия граждан к правоохранительным органам, их уверенность в своей защищенности от криминальных посягательств. Необходимо направить все усилия наших ведомств на раскрытие тяжких и особо тяжких и резонансных преступлений.
ужесточить спрос руководителей подразделений, осуществляющих оперативно-розыскных мероприятий за их результатом. Я уверен, что нами будут приняты все необходимые меры для выполнения поставленных президентом задач. Приоритетным направлением работы Генеральной прокуратуры является борьба с коррупцией, отметил глава ведомства Адгур Агарба. Свидетельством тому является уголовное дело, которое было возбуждено вчера. Если вы обратили на это внимание, уже было озвучено здесь заместителем генерального прокурора в отношении главного врача и его заместителя. Проверка по данному уголовному делу проходила на протяжении нескольких месяцев. Было внесено представление, но несмотря на это, ни одного рубля, ни одной копейки государству возвращено не было. Поэтому было отменено постановление об отказе и возбуждено уголовное дело. У прокуратуры в соответствии с законом очень широкий круг полномочий, которые мы должны использовать правильно и рационально, на мой взгляд. Помимо производства предварительного расследования, уголовно-судебного управления, которое поддерживает государственное обвинение, есть еще и надзорные функции, которые нужно применить в полном объеме. Это в первую очередь защита прав и свобод наших граждан. Сегодня, на мой взгляд, назрела уже ситуация, когда и она вполне обоснованная со стороны наших граждан. Я думаю, что пришло время своевременно, правильно, рационально выстраивать свою работу для достижения положительного результата. На сегодняшний день мы не можем гордиться еще такими результатами. На то есть очень много причин и обстоятельств. И по многим уголовным делам, там, где бы нам хотелось видеть другие результаты, и в части избрания меры пресечения в виде ареста, мы не добились определенных результатов, но это нас не останавливает, мы должны продолжать. Я считаю, что мы будем продолжать. И в первую очередь вся наша работа должна выстраиваться на борьбе с коррупцией. На расширенном заседании коллегии Генеральной прокуратуры выступил президент Аслан Бжания. Алика Трапш, Алексей Агухава, Михаил Братухин, Абхазское телевидение. В социальных сетях Абхазии появилась информация о том, что утром в среду в Сухумскую республиканскую больницу прибыл спецназ, чтобы арестовать главврача Аполлона Гургуля и его заместителя Георгия Воуба. Как там сообщил заместитель генпрокурора Абхазии Руслан Тыргба, сейчас Следственным управлением Генпрокуратуры совместно с оперативными подразделениями МВД в рамках возбужденного уголовного дела по факту превышения должностных полномочий в отношении Аполлона Гургуля, его заместителя Георгия Воуба и бывшего штатного сотрудника больницы Аслана Цкуа в ЦРБ проводится комплекс следственных действий, не терпящих отлагательств. Как отметили в Генпрокуратуре, сообщить более подробную информацию на данном этапе не представляется возможным. 10 февраля отметил свой 75-летний юбилей известный абхазский ученый, доктор филологических наук, профессор, кавалер ордена Ахтзапша 2 и 3 степеней, спикер Народного собрания Абхазии Валерий Кварчия. Валерий Еремеевич – автор множества научных работ. Среди них айконимы Абхазии в письменных источниках, материалы по топонимике Ачимчирского района Абхазской АССР, монография «Топонимика Абхазии на абхазском языке», за которую ему была присуждена государственной премии имени Дзидзария в области науки. Валерий Кварчия принимал поздравления в парламенте. Коллеги юбиляра пожелали ему долгих лет жизни. Новейшую историю Абхазии делали такие люди, как вы. И сегодня, вот работая с вами, вот 4-й созыв ваш, вот и тот вклад, который вы внесли в наше национально-освободительное движение, вообще в развитие жизни, истории, культуры Абхазии, это очень ценно. Я от всей души благодарю вас, я правда вас очень люблю, и долгие вам лета, чтобы на благо то, что вы делали. Вы подарили мне книги, подписанные вами, это правда тоже история. Да, вы это все будет... слышали, правильно? Да. Указом президента Аслана Бжания за заслуги перед Отечеством спикер Народного собрания парламента Абхазии Валерий Кварчия награжден орденом Ахтзапша 1 степени. Глава государства лично вручил юбиляру высокую награду и пожелал ему здоровья, долголетия и крепости духа. يخو حرب يقوب تقلص عاش وجباع بزبان يوبلتها وانا شرط خوب فامش ابو بزيره قرشكسا ابسنترا بزيه
такой змо усу, Ариза миссис Рахан, не согласился, это первый мой случай. А где Романович, Владислав Арзбе, Хан Апхен, Пехам Тересити, а я Варихурпшу. От друзей и коллег Валерия Кварча поступило немало поздравлений. С юбилеем спикеры Народного собрания Абхазии поздравили председатель Госдумы Российской Федерации Вячеслав Володин, председатель Совета Федерации Федерального собрания Валентина Матвиенко, председатель парламента Южной Осетии Алан Таддаев, послы России и Южной Осетии Алексей Двинянин и Олег Бациев, глава представительства Приднестровской республики Гарри Купалба, председатель Народного совета Луганской республики Денис Мирошниченко, министр обороны Владимир Ануа, профессорско-преподавательский состав АГУ, члены Общественной палаты Абхазии и многие другие. Сегодня в эфире абхазского телевидения мы предложим вашему вниманию передачу, посвященную юбилею Валерия Кварча. Указом Аслана Бжаня Станислав Амичба освобожден от исполнения обязанностей главы администрации Чимчирского района. Исполняющим обязанности главы районной администрации назначен первый заместитель главы района Артемон Габилая. Указом Аслана Бжаня Гурам Инапшба освобожден от должности председателя Государственного таможенного комитета Абхазии. Временно исполняющим обязанности председателя ГТК назначен первый заместитель председателя Аляс Лабахуа. Указом президента Гураму Инапшба присвоено очередное специальное звание генерал-майор таможенной службы. Следующим указом президента Роберт Киут назначен председателем службы государственной безопасности Абхазии. Роберт Киут с 18 мая 2020 года занимал воинскую должность заместителя председателя СГБ и временно исполнял обязанности председателя. За вклад в развитие физической культуры и спорта Абхазии, подготовку и воспитание высококвалифицированных спортсменов указом президента Аслана Бжаня Тумасян Александр Сергеевич награжден орденом Махзапша третьей степени. Парламент Абхазии обратился в Государственную Думу Российской Федерации с заявлением о том, что республика готова на равноправных условиях участвовать в проекте по открытию железнодорожного сообщения между Россией и Арменией через Абхазию. Данная инициатива принадлежит Комитету Народного собрания по международным межпарламентским связям и связям с соотечественниками. Как сообщил председатель комитета Астамур Логуа, этот вопрос они планируют обсудить с российскими коллегами в ближайшее время. Руководство России в лице президента Российской Федерации, премьер-министра Армении и руководителя Азербайджана провели встречу, на которой как раз поднимались темы о разблокировании региона, в первую очередь транспортных коммуникаций. Было поручение вице-премьеров создать комиссию в лице 3 вице-премьеров 3 государств, которые будут детально прорабатывать, как разблокировать данный регион. К этой теме подключились активно и другие представители стран-участниц нашего региона, скажем так, это и Турция, это и Исламская Республика Иран. И вообще хочется сказать, что это отрадно, то, что в регионе наконец-то устанавливается мир и разблокируются транспортные коммуникации. Однако, откровенно говоря, нас это никак не касалось, потому как разблокирование этого нашего региона и той части, о которой идет речь, она затрагивала, скажем так, железную дорогу через Армению, через Азербайджан с выходом на Дагестан Российской Федерации. И таким образом у Армении появлялась возможность торговать напрямую в новых условиях с Россией. В то же самое время у Азербайджана появляется возможность, торговать с Турцией. Мы, в свою очередь, в парламенте тоже приняли решение для того, чтобы продумать, как бы Абхазия могла включиться в этот процесс и что бы мы могли сделать для того, чтобы в такого рода больших региональных проектах наша страна принимала участие. И если несколько лет назад или десятков лет назад соседи наши жили какими-то иллюзиями, будем надеяться, что эти иллюзии исчезли, и люди, ответственные в той же Грузии, должны понимать, что с абхазами надо говорить
на равных, что мы два суверенных независимых государства. Нам бок о бок жить еще много столетий, я думаю. Но надо признать эти реальности и договариваться во всем регионе. Потому мы считаем, что наше обращение в Государственную Думу, а затем последует обязательно обращение и в другие парламенты стран региона. И мы уже занимаемся по линии нашей турецкой абхазской диаспоры. И ее подключаем, чтобы они в свою очередь в Турции, значит, провели соответствующие переговоры для того, чтобы все страны региона были задействованы в таком проекте. И мы думаем, что мы на верном пути, надеемся, что нас ждет успех. В посольстве России в Абхазии отметили День дипломатического работника. Мероприятие традиционно началось с возложения цветов к памятной доске российскому дипломату Дмитрию Вишерневу и его супруге Ольге, погибшим при исполнении служебных обязанностей в Сухуме в сентябре 2013 года. В мероприятии принял участие глава МИД Абхазии Даур Ковы. День дипломатического работника отмечается в России 10 февраля. Он был утвержден 31 октября 2002 года. На его исторической основой стала дата создания первого внешнеполитического ведомства России – посольского приказа, самое раннее упоминание о котором датируется 10 февраля 1549 года. В аппарат уполномоченного по правам человека поступила информация о том, что среди заключенных Дранского СИЗО МВД зафиксирован случай заражения коронавирусной инфекцией. Заключенные сообщили, что несмотря на наличие у них симптомов, характерных при заражении коронавирусом, медработники и администрация СИЗО не предпринимают никаких действенных мер. В связи с этим уполномоченный по правам человека Сида Шакрыл призвала главного санитарного врача республики принять меры по предупреждению и ликвидации очагов COVID-19 в СИЗО. Как нам сообщили в Министерстве внутренних дел, каких-либо запросов о регламенте исполнения введенных карантинных мер в ведомство не поступало. При этом предписания СЭС выполняются во всех спецучреждениях. Об этом в репортаже пресс-службы МВД. Меры карантинного порядка, введенные руководством Министерства внутренних дел в целях недопущения распространения коронавирусной инфекции в местах принудительного содержания под стражей, реализует медико-санитарная часть ведомства. С учетом эпидобстановки в стране, по приказу министра был разработан план на предмет того, если на территории СИЗО будет выявлен заключенный с подозрением на ковид, а также помимо СИЗО в ИВС и в спецприемнике распределителя. Значит, план заключался в следующем. В случае выявления заключенного, инфицированного ковид, он закрывался в отдельной камере, изолировался. Санчасть автоматически становилась красной зоной, все камеры обрабатывались хлорсодержащими средствами, а также спиртсодержащими распылителями. На вот эти мероприятия были дополнительно выделены средства и средства индивидуальной защиты. То есть недостатка вот в этих материалах у нас нет. По распоряжению министра внутренних дел Дмитрия Дбар ведомство обеспечено необходимыми средствами дезинфекции и индивидуальной защиты. Системно проводится профилактика заболеваемости и первичная диагностика. С учетом данной обстановки дополнительно были также выделены медикаменты для контингента СИЗО, ИВС и спецприемника. Люди, контактировавшие с заключенным ковид-инфицированным, автоматически получали профилактическое лечение и получают. Дополнительно выделены медикаменты – это противовирусные препараты, жаропонижающие, нестероидные противовоспалительные препараты. Как уточнила Русудан Габлая, для первичной диагностики тестирование на коронавирусную инфекцию проводится на месте, и заболевшие лица находятся под тщательным наблюдением медперсонала санитарной части СИЗО. В случае выявления отягчающей динамики течения заболевания предусмотрена госпитализация в инфекционную больницу, где выделены соответствующие палаты. Медперсонал СИЗО и ИВС был обучен специальной методике забора материала. То есть это специальный анализ, который проводится у заключенного, если он, допустим, контактировал с ковид-больным, если у него какая-то клиника проявилась. Помимо подозрительных или уже инфицированных на ковид-инфекцию, у нас проходят обследования другие заключенные с другой патологией. То есть практически около 10 человек в неделю у нас обследуются в поликлинике. Если в условиях поликлиники мы не можем оказать инструментальное обследование или определенную помощь, заключенные направляются в республиканскую больницу, в Гудерский госпиталь.
Поликлиника медико-санитарной части Министерства внутренних дел работает в штатном режиме. На сегодняшний день диагностировано 5 положительных фактов коронавирусной инфекции в СИЗО МВД. Лица, содержащиеся под стражей, пребывают в отдельно оборудованном помещении санитарной части при следственном изоляторе. Самочувствие заключенных не тяжелое, с положительной динамикой на выздоровление. Рекомендаций на пребывание в стационаре специализированного медучреждения нет. Среди лиц, содержащихся в ВВС МВД и горрайорганах, положительных результатов на ковид-инфекцию не выявлено. Медперсонал ведомства в установленном порядке проводит консультации и диагностику содержащихся под стражей граждан, обеспечивает комплектами средств индивидуальной защиты и дезинфекции. Интенсивно проводится системная дезинфекция помещений спецучреждений. Сотрудники, несущие службу в СИЗО и изоляторах временного содержания МВД, обеспечены средствами индивидуальной защиты. Обрядовая и песенно-инструментальная традиция абхазо-адыгской диаспоры в Турции. Так называется докторская диссертация доцента кафедры абхазской литературы АГУ Дыжин Али Чурей, защита которой состоялась в университете. Об этом наш следующий репортаж. Целью данного исследования является комплексный анализ одного из важнейших элементов традиционной культуры абхазов и адыгов в Турции – их обрядовой и песенно-инструментальной традиции. Исследование в основном направлено на изучение свадебной обрядности и связанных с ней песен, музыкальных инструментов, танцевального искусства абхазов и адыгов в Турции, а также детского фольклора. Комплексное исследование обрядовой песни, музыкальной, инструментальной и также танцевальной традиции в контексте свадебного игрыша абхазов предполагает изучение значительного и разнообразного по своей направленности круга источников теоретического и фактического материала. Исходя из этого, наше исследование опирается на широкую истоочниковедческую базу, включая в себе несколько категорий источников. Особое значение при написании данной работы имели новые полевые материалы, собранные во время экспедиционной работы в Турецкой Республике. Как утверждает автор диссертации, песенный фольклор абхазо-адыгской диаспоры Турции долгое время развивался изолированно от исторической родины. Поэтому он характеризуется рядом специфических черт, позволяющих рассматривать ее как часть общей абхазской и адыгской музыкальной культуры. Дыжин Али Чурей изучила музыкальную культуру 7 регионов Турции, где компактно проживают адыги и абхазы. Абхазо-адыгская диаспора Турции, которая в течение 1,5 столетий испытывала определенные трудности, сумела сохранить многие традиционные черты. Уникальная культура махаджиров жива и сохранилась в недрах этноса, отмечает в своей работе Дыжин Чурей. Территориальные рамки исследования ограничиваются теми регионами Турции, где проживает большинство представителей абхазов, адыгов. В работе используются также материалы, относятся к территориям обитания абхазов, Абхазия, и адыгов, Адыгея, Карачаево-Черкесия, Кабардино-Балкария. В результате проведенного анализа в докторской диссертации «Обрядовая и песенно-инструментальная традиция абхазо-адыгской диаспоры в Турции» определена инструментальная составляющая адыгского музыкального искусства и тенденция его дальнейшего развития. Прослежены процессы изменений, которые встречаются в современной действительности у адыгов и абхазов Турции. В Турции сохранились те инструменты, 3 вида, если под группами это сказать, ударные инструменты, смычковые инструменты и язычковые инструменты. И у абхазов, также у адыгов. Это все фиксировано у нас в работе. Пятого, необходимо было хореографический аспект, традиционные народные танцы, исполняющие во время свадьбы. В работе также ставится задача изучения детского музыкального фольклора абхазов, адыгов. Здесь очень важно, потому что детский фольклор в целом, и тем более музыкальный фольклор, нами фиксировано 25 песни, из них лирические и колыбельные песни. Сегодня на абхазском языке каждая мать может, мама, петь для своего ребенка. Защита проходила частично в онлайн-формате из-за введенных ограничений и в России, и в Абхазии в целях недопущения распространения коронавирусной инфекции. Сегодня у нас, как говорят, немного гибридная форма, смешанная форма проведения мероприятия. Она сочетает в себе 2 формы: проведения, участие коллег, имеющих отношение к процедуре,
школе защиты в режиме онлайн на платформе Zoom и в реальной обстановке. В состав разового диссертационного совета вошли 15 человек. 6 из них вышли на связь онлайн, 2 отсутствовали. Тема интересная, общая традиционная культура у этих народов, связанная с их общим происхождением. И поэтому я думаю, что заинтересует каждого. В итоге все члены Совета единогласно приняли решение присвоить докторскую степень Дежин Али Чурей. Нужно отметить, что Дежин из 7 махаджиров, проживавших в Турции. Сама она уже давно живет в Абхазии. Дежин первая, кто посвятил свою научную работу адыго-абхазской фольклористике и успешно защитила докторскую диссертацию по теме «Обрядовая и песенно-инструментальная традиция абхазо-адыгской диаспоры в Турции». Эта тема близка ей самой. Она с удовольствием играет на флейте. Кроме того, Дежин Чурей – автор 45 научных работ на русском, турецком, английском и кабардинском языках. Сария Гварацхеля, Инала Гухава, Абхазское телевидение. Глава администрации Сухума Беслан Эшба обсудил с руководителями столичных общеобразовательных школ готовность к началу учебного процесса. По мнению начальника управления образования Астанды Таркил, требование СЭС о допустимом количестве учеников в одном классе не более 20 приведет к возрастанию нагрузки учителей, так как в больших школах будут вводиться дополнительные смены. Беслан Эшба заметил, что если классы просторные и есть возможность рассадить более 20 учеников на расстоянии, то этот вопрос можно отрегулировать. Хочу выразить вам благодарность за тот подход, который вы проявили вот в это непростое время. Да? Говорить о том, что и настаивать на том, что образовательный процесс должен быть начат, это в первую очередь касается вас, и вы это озвучили недвусмысленно для всех. И всех нас подвели к тому, что мы на всех уровнях доказывали то, что это необходимо сделать. Спасибо вам за это понимание, спасибо за подход, спасибо за то, что все это время отрабатывали возможные варианты проведения, уроков и занятий. Для нас, для администрации, для руководства страны, для того же министерства, для всего общества, главный замер работы вообще всех общеобразовательных учреждений – это уровень знаний наших детей. Какое поколение будем давать нашему обществу. Поэтому на этом прошу всегда заострять внимание. И еще раз всех хочу поблагодарить за подход, за вот такое вот очень правильное понимание ситуации. И табу пидуется сейчас стаху. Между Академией хорового искусства имени Виктора Попова и Сухумским музыкальным училищем имени Александра Чичпа подписан договор о сотрудничестве. В рамках соглашения предусмотрена организация и проведение фестивалей, концертов и конкурсов, мастер-классов и конференций, развитие и популяризация вокального и хорового искусства, организация мероприятий по повышению квалификации сторон. В Министерстве сельского хозяйства обсудили предстоящие весенние полевые работы, а также вопрос распределения феромоновых ловушек и опрыскивателей для борьбы с мраморным клопом. Во встрече приняли участие начальники районных сельхозуправлений, а также специалисты аппарата Минсельхоза. Подробности в репортаже Шазины Ханагуа. Машино-тракторные станции всех районов готовы к началу весенних полевых работ, сообщил участникам совещания вице-премьер-министр сельского хозяйства Беслан Джопу. Мы имели предварительную беседу с нашими машино-технологическими станциями. Они практически все готовы к проведению весенних полевых работ. Каждый год утверждают тарифы, вы в курсе. И меняться тарифы за услуги машино-тракторных станций, за технику не будут. Ни в сторону уменьшения, к сожалению, не получится, и не будут увеличиваться. То есть такая будет, как было в прошлом году, там вот эти цифры, которые сейчас они озвучат, или будут те цифры, которые были. Другое дело, как наладить работу. Мы, может быть, на местах, потом мы еще проведем встречу с руководителями наших станций. Они, насколько я знаю, в общем, они готовы к весенним полевым работам. Но если мы раньше каким-то образом обеспечивали их топливом, запасами топлива обеспечивали, я имею в виду заранее, то в этом году и уже последние 2-3 года
это не происходит, они сами приобретают. Вопрос борьбы с мраморным клопом – один из главных в повестке. На протяжении последних лет вредитель ежегодно наносит значительный урон сельскому хозяйству страны. Благодаря проведенным в 2020 году мероприятиям количество мраморных клопов сократилось в разы, что дало положительный результат. Масштабные мероприятия, направленные на борьбу с насекомыми-вредителями и болезнями растений, будут продолжены. В данное время нужно проводить агротехнические мероприятия, связанные с обрезкой деревьев, с обрезкой пораженных растений. Это касается ореха, это касается цитрусовых и плодовых, с обрезкой пораженных болезнями или вредителями ветвей, с уборкой в саду. На сегодняшний день эти мероприятия самые актуальные, очень мало времени для того, чтобы, если они не начаты, чтобы их провести грамотно и завершить. Здесь нужно агрономическое сопровождение на местах. Многие в этом достаточно хорошо разбираются. Эти работы надо проводить. Но у нас система такова, что государство оказывает помощь крестьянам, производителям сельхозпродукта безвозмездной раздачей фунгицидов от болезней растений, инсектицидов от вредителей растений, техники по мере того, как удается ее завозить. Но весь объем, связанный с конкретным мероприятием в конкретном саду, государство, конечно, не может профинансировать и не может снабдить в полном спектре препаратов. Поэтому сейчас очень важно в тех садах, где все-таки в прошедшем году было значительное поражение плодов ореха грибковыми болезнями, желательно до распускания почек провести обработку одним из препаратов. Это медный купорос, чисто водный раствор медного купороса, 3%. Есть такой препарат мочевина для внесения в виде удобрения. Можно водный раствор препарата мочевина в виде опрыскивания провести на растения, в которых еще не распустились почки. В течение нескольких дней по всем районам республики будут розданы феромоновые ловушки и опрыскиватели. Галский район 260 коробок. Вы представляете? Да, это 5200 штук. Вот Гудаутский район 8000 штук, 400 коробок. Вы представляете, это 8000 штук это ловушек и 24 тысячи феромоны к ним идет. Каждый там мы взяли то, что мы получили, распределили на то количество феромонов, то, что получили, вот это все. Дальше Сухумский район, 175 коробок, это 3500 штук. Кулиевский район 6300 коробок. Ачамчильский район 8400 коробок. Творчалский 8400 коробок. Галский 500 коробок, 10 тысяч. Вот такой объем. Насчет ранцевых опрыскивателей объявлю количество каждому району, что мы дали. Тоже объем, тоже машина, тоже машина нужна. В смысле того, что когда будете это тоже надо учитывать. Вот Галский район 35, Гудаутский 50, Сухумский 20, Гулербический 40, Ачамчильский 50, Творчилский 45, Галский 50. Вот это на сегодняшний день распределение ранцевых опрыскивателей. Государственный бюджет Абхазии на 2021 год на развитие сельского хозяйства заложено 100 миллионов рублей. Вице-премьер Беслан Жопу рассказал о том, как будут распределены эти средства после того, как бюджет будет принят. Исходя из этой программы, к сожалению, я так считаю, что те мероприятия, которые вот за счет этих 100 миллионов будем проводить, мы проводим по схеме, вот как обычно в международной организации проводят конкурсный отбор, тендер и все остальное, то, что нам предложили. То есть юристы, без этого мы не смогли утвердить. Нет таких громоздких больших программ, чтобы финансировали, скажем, 15-20 миллионов один проект. Самый большой такой вот проект, который будет финансироваться, это будет до 1 миллиона рублей на один проект. То есть на одно крестьянство, на одного жителя, на одного крестьянина до 1 миллиона рублей, в зависимости от направления. Там по животноводству другие цифры, по растениеводству другие цифры, рыбное хозяйство. Там представлены все направления, вы увидите. Но тем не менее, эти тоже надо представить. Это мы сделали, чтобы охватить большее количество людей,
больше людей, чтобы были заняты из этих 100 миллионов. В завершение встречи начальникам районных сельхозуправлений было поручено решить все организационные вопросы на местах, чтобы быть готовыми к началу весенних полевых работ. Шазина Ханагу, Алексей Баструков, Абхазское телевидение. Культурно-благотворительный фонд «Ашана» открывает сбор средств на лечение 5-летнего Дамия Кучуберия с диагнозом несовершенный остеогенез. Это тяжелое генетическое заболевание, при котором кости становятся настолько хрупкими, что ломаются от любого неосторожного движения. Стоимость годового курса лечения Дамия в Московском медицинском центре – 486 тысяч рублей. Давай. Мишка, какой ты молодец! Как любой мальчишка, Дамей обожает машинки. Правда, ножки пока не достают до педалей, да и передвигаться получается только с помощью взрослых. Но он настойчив, вырастет, окрепнет и обязательно сядет за настоящий руль, а может быть даже станет известным автогонщиком. Таких детей, как Дамей, называют хрустальными. Несовершенный остеогенез. При таком заболевании кости настолько хрупкие, что могут ломаться от любого неосторожного движения. К счастью, хрупкость костей не сказывается на умственном развитии. Дамей любознательный, рассудительный, в нем чувствуется воля и сильный характер. С первых дней жизни Дамей ведет неравную борьбу с болезнью. Малыш родился с множественными переломами. За 5 лет боль стала для него привычным состоянием. К сожалению, медицина не способна победить заболевание, однако может значительно облегчить состояние ребенка. Благодаря ранее оказанной помощи Дамей уже прошел курс лечения, который дал положительный результат. Теперь мальчику снова нужна реабилитация. Ездим в Москву, лечимся, капаемся в год. 3 раза, 4 раза уже. Сейчас тоже вот планируем поехать тоже на капельницы, капаться. Тоже, да, курс лечения он, да, должен. И сейчас, когда поедем, наверное, вот будут планировать нам уже операции тоже. Должен прибавиться в весе, никак не прибавился, вот чтобы проверить, насколько укреплись кости. Я хочу гонки поиграть. Потом поиграешь. Да. А еще что хочешь? Ну, можно мне пока там поиграть? Мальчика уже ждут в Московском медицинском центре для оказания необходимой помощи. Стоимость годового курса лечения в клинике составляет более 450 тысяч рублей. У мальчика довольно часто были переломы на первом году жизни, но с года он начал регулярно получать курсы лечения бисфосфонатами, и переломы стали значительно реже. Дамей прошел уже 10 курсов лечения, и мы видим отличный результат. Мальчик научился вставать на ноги и даже ходить с ходунками. Для того, чтобы нам сохранить те результаты, которые мы имеем на сегодняшний день, очень важно не прерывать лечение и продолжать лечение бисфосфонатами. Благотворительный фонд «Ашана» уже не в первый раз помогает ребенку. Несколько лет назад, благодаря помощи неравнодушных людей, нужная сумма была собрана. И сегодня нельзя медлить. Пока Дамей маленький, у него больше шансов на дальнейшую полноценную жизнь. Я только что пообщалась с Дамием. На самом деле такой жизнерадостный. Я спросила, какие цвета он любит. Он сказал: желтый, красный, зеленый. Это говорит о том, насколько его отношение к жизни такое яркое, да, доброе. И при этом он говорит, что ему больно ставить капельницы. Он понимает, что ему предстоит провести медицинскую процедуру. Она необходима. У Дамия хрупкий ребенок. У него кости слабые. Ходить, бегать, играть, как другим детям, ему непозволительно. Однако, если помочь ему, если укрепить его кости, поддерживать какой-то период, он может стать вполне нормальным подростком, а дальше и взрослым человеком. 486 тысяч рублей. Это совсем небольшая сумма, но семья одна не может справиться, поэтому мы с вами можем. Я понимаю, что в каждой семье есть какие-то свои проблемы. Но сегодня мы себе позволить там 200 рублей, 300 рублей, 500 рублей может каждый. Можно подумать, там, что я свои 100 рублей вложу и что это такая мизерная сумма.
и кому это поможет. Но если нас будет 2000, 3, 10 тысяч человек по 100 рублей, по 200 рублей, это будет серьезная сумма. И мы можем подарить Дамею счастливое детство и вполне благополучную, возможно, надеюсь, даже счастливую жизнь. Самый легкий и доступный способ помочь Дамею Кучубери – отправить СМС со словом «Добро» на короткий номер 5050. О других способах пожертвований можно узнать на официальном сайте КБФ Ашана. Эсма Голанзе, Тимур Гугохия, Абхазское телевидение. 11 февраля жители города Сухум останутся без питьевой воды. Отключение воды связано с подключением нового водовода. Подача питьевой воды будет прекращена 10 февраля 22:00 во всех районах города Сухум. Работы планируется начать 11 февраля и завершить в течение одного дня. А сейчас о погоде. В четверг, 11 февраля, в Абхазии ожидается переменная облачность, ночью местами возможен слабый дождь. Температура воздуха ночью 5-10, днем 13-18 градусов тепла. Температура морской воды 11 градусов. На этом информационный выпуск Амши Хушара подошел к концу. Всего доброго, до свидания.